И вот как вот мне сейчас дальше жить? В 2014 году на Донбассе у меня там отобрали дом, отобрали магазин, остался без ничего. 2 раза на расстрел меня там водили. Ну я с Вовой Рыбаком флаг вешал. Убили всех моих друзей, знакомых, понимаете, никого. Я инженер, проектирую монтирование систем отопления, у меня здесь офис. За 6 лет чуть-чуть пришел в себя, купил машину, там ремонт этот сделал, все. У меня сил никаких нету. Пришли россияне, забрали машину, понимаете, вот. Видите, что они с ней сделали. Забрали деньги, поставили мне на колени, засунули автомат в рот. Жену били, вон она вся синяя, понимаете, говорят сейчас, говорят, если сейчас не отдадите деньги и ценности, мы ее изнасилуем, а его убьем на твоих глазах. А ты, говорит, знай, говорит, но тебя уже не будет, что потом мы убьем и ее. Мы все отдали. У меня забрали все с дома. Вот все, что ценно, они забрали все. Абсолютно. Там эти российские ублюдки были на Донбассе. И сюда они приехали, понимаете, да. Я вот уже жене говорю, или вообще из страны уезжать, продавать все. Офис разграбили полностью. У меня собаки, у меня коты бездомные, которых позабирали. Я с Донбасса их вывез, там не бросил их. Да, я живой, я живу. А как жить дальше? У меня все родственники прошли через концлагеря. Бабушка в Холокост, сережки, которые даже немцы не забрали, фашисты. А это хуже фашистов.